Ну, вообще, сегодняшний совбез российский был очень показательным по настроению. То есть, ну, во-первых, наверное, все уже слышали из многих источников, что это была псевдотрансляция, скорее всего, очень с большой долей вероятности. То есть это была записанная трансляция, которая выдавалась запрямую, там были склейки. И само настроение, которое там транслировалось, оно было таким ну, очень четко можно было считать планы, что будет признание. То есть там звучали фразы «пора уже принимать решение» от Валентины Матвиенко. Командующий Росгвардией употребил такое выражение, как «у нас нет это не граница с Украиной, это граница с американцами». Ну, то есть это вот все шло в таком очень ура-патриотическом с точки зрения России ключе, полный вот консенсус, поэтому, конечно, нет сомнений, что ну, будет 99%, что будет это решение. Что оно будет означать? Ну, тут как бы все эксперты сходятся во мнении, что это повод для введения, официального введения российских войск на территорию оккупированной части Донбасса. Хотя у меня, как у журналиста, весь этот период возникает вопрос все время, зачем, собственно, этот повод нужен. То есть, мне кажется, всему западному миру очевидно присутствие России на этих территориях на протяжении 8 лет. То есть у нас есть просто там тома, да, доказательств разнообразных, каких хотите, западных исследователей, украинских журналистов. То есть, по сути дела, этот повод, возможно, он для внутренней российской аудитории, возможно, ну, мне сложно понять, для чего вообще сейчас Кремлю как-то обставлять этот процесс. Мгм. Но, тем не менее, что будет означать, на ваш взгляд, для Украины признание ДНР, так называемых ДНР и ЛНР? Чем это все может быть чреватым? Ну, сейчас это, конечно, угроза полномасштабного вторжения. То есть мы видим обострение на Донбассе, которое продолжается с 17 числа. Оно очень потужное, да, мощное, полномасштабное такое. И само как бы накручивание местного населения, оно небывалое. То есть мы такого не видели с 14-го, а возможно даже и в самом 14 году, такой вот именно нервотрепки для местного населения. Вот эта вся эвакуация под угрозой как бы нападения ВСУ, разные устрашающие рассылки, которые там идут по вайберам, по СМС, мобилизация, опять же, которая идет ну, полным ходом, то есть есть у нас данные из многих городов ОРДЛО, как подходят на улице, военная комендатура, людей прямо сразу забирает в военные комиссариаты, на сборные пункты. И ну вот самые последние, да, мы постоянно получаем оттуда сведения из оккупированных территорий. Вот люди пишут, что, например, дворники получили указание открыть подвалы. Ну и вроде бы как кажется, что это скорее всего связано с тем, что нужно открыть бомбоубежище, но местные жители, как они реагируют? У них сразу появляется страх, что это ну, угроза терактов на самом деле. То есть мы никак не можем это утверждать или подтвердить, но я вот просто транслирую ощущения местного населения. И когда смотришь на всю эту картину, то, конечно, понятно, что необычная активность России сейчас на оккупированных территориях происходит. Ну, плюс вот эти траты, которые на вывоз населения, якобы эвакуацию сейчас происходит, то есть передвижение таких достаточно больших масс людей. Поэтому, конечно, ну, риски, если так собрать наши ощущения как журналистов, оценки экспертов, то риски полномасштабного вторжения, по крайней мере, на Донбассе, они достаточно высоки после решения о признании ЛДНР. То есть на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, правильно я вас понимаю? Потому что там же небольшая часть Донецкой и Луганской областей сейчас оккупирована Россией, но тем не менее в так называемой конституции этих прокси-режимов прописано, что они, собственно, претендуют на другие подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской. Сегодня неспроста также на Совете Безопасности России говорилось о границах всей Луганской и Донецкой областей, правильно? Совершенно верно. Это главный вопрос, который сейчас всех интересует, и мы с коллегами вот как раз обсуждали это буквально в конце вот смены, да, и эфира нашего. Это будет ли это вход войск официальный лишь на оккупированные территории, или это сразу будет движение к линии разграничения, что, конечно, ну, очень пугающе сейчас для населения подконтрольной части Донбасса. Мы, конечно, не имеем ну, никаких оснований прогнозировать, как именно может повести себя Россия, но
Да, если говорить про риторику и России, и подконтрольных администраций на Донбассе, то они не устают повторять, что считают подконтрольную часть Донбасса якобы оккупированной, да, и что это, вот, по их мнению, ЛНР и ДНР. Поэтому такой риск есть, и опасения у местного населения есть. Плюс, как я уже упомянула, идут очень мощные обстрелы. Они идут вот так волнообразно, да, и чуть-чуть затихают, потом опять. И ситуация очень напряженная. То есть вот последняя гражданская жертва в Новолуганском — это вот сегодня, буквально в середине дня, местный житель. За прошлые сутки у нас 104 поврежденных или разрушенных дома по оценкам миссии «Пролеска». То есть это просто небывалая активность артиллерийская сейчас происходит. А скажите, это со стороны оккупационных властей можно ли расценивать исключительно как провокацию для того, чтобы украинская сторона, то есть украинские вооруженные силы просто начали отстреливаться и таким образом создать казус белли, как говорят в украинском политическом высшем руководстве? Это похоже, да, и мы не впервые это уже отмечаем, даже еще до эскалации использовались такие методы, провокация. Но, как я уже заметила в начале, вот мне на самом деле странно, меня удивляет, зачем вообще искать повод для провокации, когда весь западный мир на самом деле видит, что происходит. Но как выглядит вот ситуация, да, на данный момент? То есть оккупационные администрации отчитываются о разрушениях, и в том числе и гражданских жертвах, также на подконтрольной им территории. Да? То есть для них они обрисовывают вот эту картину как атаку ВСУ. Но на самом деле сама эскалация, вот этот последний этап, он 17 числа начался именно с полномасштабных обстрелов подконтрольной территории. Из Донецка это видится каким образом? То есть западные окраины, там очень шумно, там постоянно идут обстрелы. Грамотное ухо, люди, которые привыкли, они прекрасно слышат, что там большая часть, 90% это выходящие обстрелы. Но атмосфера создается такая, что идут бои. Если есть выходящие снаряды, конечно, оккупационная администрация говорит о том, что это мы отбиваемся там от Украины. То есть все это вместе, оно вырисовывается действительно в такую картину, запутать людей, да, которые не разбираются очень глубоко в теме, что и подать картину действительно так, что вроде бы ВСУ напали там, и ЛДНР отбиваются. То есть, да, есть такой элемент провокации. А что, кстати, с гражданскими, которых, можно сказать, даже депортировали на территорию Российской Федерации? Последняя цифра, которую я слышала от России официальная, это было на утро сегодняшнего дня, они пишут о том, что воспользовались возможностью выехать 60 тысяч жителей ОРДЛО. И мы подсчитали, это очень приблизительные, конечно, подсчеты, но мы знаем там приблизительно количество населения оккупированных территорий. Если поделить, да, пропорцию составить, это приблизительно 0,5%, даже меньше, чем 0,5%, от всех вот этой группы, которые они предложили выехать, то есть женщины, дети и старики. То есть это невероятно на самом деле маленький процент, хотя их сложно, конечно, переправить, да, это большие траты тоже для оккупационных администраций, но это ни в коем случае нельзя назвать какой-то всеобщей эвакуацией. То есть почти все население остается на месте, остается в оккупированных городах. Во-первых, это физически невозможно, да, вывести такое количество. Во-вторых, люди реально не хотят ехать. То есть все, с кем мы общаемся, отвечают: я никуда не собираюсь ехать, и приблизительно так же описывают настроение своих знакомых. То есть есть страх, да, перед этим передвижением, страх провокации, непонимание, почему куда-то нужно ехать. Та группа, которая выехала, под той информацией, которую мы получаем от журналистов, которые в России в том числе снимают, с той стороны, то там были проблемы, были люди, которые застряли в дороге, 16 часов они там сидели в автобусе, их никто не селил. Это не все, но была такая группа. В итоге их все-таки расселили. То есть там есть определенные бытовые трудности, голод, холод, отсутствие туалета, но в итоге все-таки они там селят, да, какие-то пансионаты, в лагеря для беженцев и там, в спортзалы, в какие-то, да, ангары.
И в таком случае, пани Татьяна, как вы думаете, какой нам стоит, как Украине, ожидать реакции от наших западных партнеров, в частности от Германии и Франции, которые являются участниками нормандского формата? Ведь признание Путиным, в случае, если он это сделает, так называемых ДНР, ЛНР, это будет фактически выходом с Минских соглашений. То есть мы уже переходим на совершенно другой этап развития событий. Что это может быть и какой реакции, на ваш взгляд, стоит ожидать? Ну, о реакции все западные партнеры, они ее анонсировали, да, то есть мы слышали и заявления о санкциях, и призывы к переговорам, и апеллирование к российским властям, к миру. Это разная степень, да, реакции, там самая жесткая от США и Британии, и самая мягкая, скажем, от Германии и Франции, которых вы упомянули, поэтому тут, ну, очевидно, стоит ожидать какое-то внедрение этих планов, которые они озвучили. Но то, что, ну, правда действительно, что минский формат полностью дезавуируется. И теперь будет стоять вопрос о том, к чему апеллировать вообще, к какому формату переговоров, к чему призывать, потому что минский формат предполагает возвращение оккупированных территорий в состав Украины. Да, есть спор между Украиной и Россией, на каких условиях. Все эти годы Кремль пытался выжать именно свою версию возвращения с бесконтрольной границей и выборами на оккупированных территориях под российским контролем. Украина, естественно, на это не соглашалась. Но все процессы, все колебания вокруг этой точки происходили. Конечно же, это признание, оно полностью сейчас разрушает и минские, и нормандские форматы. Дякую вам дуже, пані Тетяна Чухсаголна, что наше время включились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Тетяна Якубович была с нами на прямом зв'язку, редактор проекту «Радио Донбасс. Реалии». А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через 5-6 минут эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман», на которой наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. И мы уже, я надеюсь, увидимся с вами завтра и обсудим самые последние актуальные новости. Кстати, вот буквально 5-10 минут назад уже началось обращение президента России Владимира Путина к российскому народу. И началось оно с заявления о том, что якобы современную Украину создала Россия. Ну что ж, будем ждать каких-то конкретных новостей и заявлений, и обязательно держим руку на пульсе и будем вас освещать о самых последних и актуальных новостях. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенджи.